Перешел вот такое сырое место, стоит солнце, где-то 500 метров уже в холостую я шел. Здесь услышал свистки. Это уже сами отзываются, я еще не свистел. Так. О, блин, вон он. Я не заметил, вот тут сидел он. Блин. Это нехорошо. Они увидели меня. Очередная стая. Несколько штук их. Свистят, но не подлетают. Хоть убей. Я не знаю, что делать. Разными свистками свищу и бесполезно. Вон. Не хотят. Да, штук 7 точно есть тоже тут. Ладно, буду подходить. Ребята, успел выключить камеру. Тут, оказывается, рябчик был. Я его шлепнул. Сейчас чуть позже подойду к нему. Потихоньку иду дальше. Самец. Конкретно я его видел. Очень хорошо. Ну и там, вглубь леса надо зайти еще. Рябчики не подходят. Приходится внимательно смотреть. И непуганная птица перелетает из одного дерева на другое. Вот тогда ты его замечаешь. Бывает, там успеваешь стрелять. Со съемкой, конечно, не получится. Хотел штатив еще взять, но что-то и подзабыл я. Вот так я и хожу, ребят. Вот где-то вот тут рябчик, но это чуть позже подойду. Ладненько. Сейчас надо зайти, придется в лес. Пока выключаюсь. Вот выключишься, интересные моменты сразу появляются. Не знаю, вот. А это подранок. Но он умирает, он. Это от шока так крыльями машет. Ему хана. Блин, там как паутина. Зайти невозможно. Идея, конечно, не очень, но чем черт не шутит, когда Бог спит. Где-то взлетел. Не увидел. Звук крылья только услышал еще. А вон он, вижу, на елку сел, неудобно, не вижу. Так, круг еще надо правее возьму. И там елки. Если бы лось давно уже убежал от такого шороха. Что-то громко я иду.
прилетел, не увидел. Блин. Так взлетают, улетают. Не вижу я их. Вот такая. Ельник такой тут. Знакомые мне места. Очень знакомые. Я вырос в этих лесах. Блин. Где бы пройти? Ну, удалось заснять, ребята, птицу. Вон он. Еще перелетел. Сейчас примерный ориентир у меня есть. Я сейчас его точно увижу. Я уж, о, блин. Елка-то вообще фиговая, оказывается. Сучьи огромные там. Плотные это есть. Правильнее. Одиночная елка там стоит, одинокая. Да, не увидеть там. Недалеко отлетают на... Да, не увидишь там. Вон на той елке он сидит. Не вижу. Так. Вот где-то на этой елке. Вот попробуйте найдите там его. Похоже на птицу, но нет. Но нет. Так, пока выключаюсь, ребят. Буду внимательно смотреть. Но я точно знаю, там он сидит. Улетела. Улетела птица. Тяжело на ней ходить. Ладно, сейчас круг такой тут сделаю. Пойду доберу я первого. И мелкие, если в кустарниках более-менее еще увидишь. Вон он еще взлетел. На высоких елках сидят. Не заметишь. Если они начали улетать, так и недалеко будут. Короче, перехитрили меня рябчики. Перехитрили Олега. Так. Сейчас у нас где-то вот тут должен быть рябчик. Ну да, вон он. Вот он. Хороший какой. Самец. Вот такой самец, ребят. Все. Добудем вторую птицу. Это царям раньше на обед варили. Царская еда, в общем, получается из этой маленькой птицы. Суп идеальный получается. Самое вкусное из боровых — это рябчик. Вот такие дела. Стоит таких свеч, чтобы гоняться, километры крутить, наматывать. Такие дела. Ну, в общем, я иду дальше. Самочка, явно самочка тут. Где-то там пересела.
Нет, гоняться не будем за самочкой, пускай летает. Если случайно попадет, не пожалею, я вообще никого жалеть не буду. Самка, самец. Но гоняться тоже не буду. Пусть живет. Вот так я, ребята, и брожу. Вон дорога. Иду все вперед, вперед. Здесь не один год я уже охочусь. После армии я тут из леса не выходил. Неделями я тут жил, бродил. Промысловые участки тут у меня тоже были раньше. Но все я забросил. Потому что у меня другая изба сейчас на другой реке. Вот туда я езжу. А здесь, в принципе, можно даже охотиться. Но ленивый я стал сейчас. Смотрите, какие вырубки. Сколько берез. Здесь голые. Да, когда я в школе еще учился, я уже с ружьем ходил. Тогда никаких правил не было. Таких особых правил никаких не было, не соблюдали. В хозмагах оружие продавали. Ходи сколько хочешь. И сюда тоже, здесь в те года вот рубили лес, вырубки были, и подсад там оставалось, семенники, не подсад, а семенники. И вот косачи сидят на деревьях, по несколько штук их. Но у меня тогда ни мелкашки не было, ни карабина, как сейчас. А сейчас возможности есть, конечно, но тут стена леса, не постреляешь. И отсюда, наверное, основная боровая птица ушла в стороне. Там болото тоже есть, большие болота. Толк там очень большой. Был один раз уже на этом таку. Раньше, когда охотился, на така ходил. Я все это забросил. Вообще перестал я на така ходить. В тот год, то весну, конечно, штук 50 косачей там. Еще ужас, что творилось возле меня. Так активно таковали. Вот. А сейчас все заросло. Такая тропинка осталась. Вот по этой дороге еще хожу. И в принципе вот годами ты ходишь и уже узнаешь лес, где какая птица живет. Все ты уже знаешь. Вот этот участок был. Здесь всегда есть рябчики. Потом надо уже еще где-то метров 300-400 идти. Потом там снова будут появляться рябчики. Этот уголок пустой. Свести не свести. Вот такими участками и встречаешь птицу. Сейчас там будет ручей. Противно, ужасное место, где-то метров 300, наверное, блин. Переход такой. Ну, может, поснимаю, как там. И после этого более-менее также дорога будет. За ручьем, наверное, буду отдыхать, чай попью. Может, консервы открою. Перекус такой. Зачем в рюкзаке тащить? Надо съесть, и силы прибавятся, а рюкзак легче будет. А вместо этих продуктов лучше, может, что-нибудь еще получится добыть. И вот, видите, вот рябчики вроде есть, но больше своей нормы ты никогда не возьмешь. Вот тайга тебе дает одну птицу из этих 10, что там было.
Все, больше ты бегай, ходи, не ходи. Не получится добрать. Вот такой. У меня такая логика. Логика, и я, так сказать, тоже, ну, и я это уже, когда начну понимать, я уже не буду дальше бежать за этой птицей. Все, значит, бесполезно. И видите, вот, когда я начинаю охотиться, листва уже выпадает, уже холодно. 20 сентября я начинаю вот примерно 15-го. Но в этом году и в этом году вот первый раз начал где-то числа 21-го начал ходить на боровую птицу. И то вот, открывают охоту в начале сентября, в конце августа на боровую птицу в конце августа начинали открывать. А сейчас вот середина, больше середины уже, как сказать, 20 число, 22, наверное, 21 я первого рябчика добыл. Ну вот, мы из этих рябчиков сварили суп, очень вкусный получился. Но, знаете, видно, птица еще недозрелая, рано. А вот в конце сентября, вот до 15 сентября на боровую птицу не надо открывать. Категорически. Отдолбят молодняк. Они глупые, все попадают. На дорогах долбят, везде. А вот позже откроешь, где-то 15 числа сентября, и птица начнет как бы созревает, и молодняка меньше, глупые птицы меньше будут попадать. Вкуса нету, вот жадность у людей вот есть, вот все равно начало сентября, конца августа идут на боровую птицу, стреляют, перьев нету даже, вкуса нету, мяса нету, но жадность долбит их. Птица боровая, она вкусная осенью. Самое вкусное это после 14 октября, после покрова. Вот это уже птица боровая. Жирная она, плотная, готова к зиме зимовать. Жир набрал, все это дело. Вот так. Ну, немножко поболтал, поснимал. И дальше надо идти. Не судите строго, ребят. Ну, как думаю, что думаю, как есть, я показываю и рассказываю. А там уже вы решайте сами, что писать в комментариях. Чего только в мой адрес я уже не начитался, что только не напишут. Люди разные, взгляды разные. И я такой тоже разный. Вот так. Кругие голые вырубки были. Вот здесь осина и береза. А там, наверное, пойдут потом елки. Покрышка старая. Это, наверное, еще колхоз тут. Совхоз работал там, где вывозили. Жиловская вроде. Когда жилы ездили, жило. Вот так. Сейчас я здесь тоже начну свистеть. Я уже подхожу к таким местам, где могут быть рябчики. Один раз свистанул и сразу вот появились. Но я знаю, что тут есть.
Две штуки, самец и самка. Но не активные сегодня рябчики. Блин, фальшивили. Самка. Ой, блин, спрашивает. Это точно не подойдет. Когда так свистит, как будто иди сюда, он мне говорит. Но. Только две штуки их тут. Он взлетел. Перелетел в нашу сторону. Решил подойти на где-то метров 30, наверное, заходил. И я не знаю, куда он прилетел, даже и не заметил. Взлета вроде не было. Короче, перехитрил он меня. Я на мосту, старенький мост, тут ручей. Вон оттуда иду. И направляюсь строго на север. Идет строго на север эта дорога. По прямой. Тут балахина. Вообще безбожная балахина. Взял с собой палку-выручалку. Чтобы проверять, где вот наступить. Потому что тут кони проваливались раньше. Когда ездили, вывозили лесли, я не знаю, но бывало дело. Топкое место, неприятное. Но есть тропинки, дверей. На медведи там по стороне, ну, стороной обходили вот такие лужи. Не хочет потеплеть даже. Прохладно сегодня. О, блин, смотри, как глубокая она тут. На каракатах тут ездят, я не знаю как. А если вдруг вот сломается там, сейчас вот у знакомого поехали, по пути там, сколько там, 100 километров, 50 или сколько у них до избы. На полпути вроде как сломалась каракат. Диск лопнул. Он там стороной объехал. Не знаю, как тут проходить. И самое главное, бревна, как будто кажется, что можно по бревнам. А бревна эти плавучие, скользкие. Так что ну, ничего, пройдем. Вон все так шатаются. Крутятся, шатаются и плавают. Ладненько, выключаю и иду.
Этот глупец вообще рядом был. Буквально там 4 метра, наверное. Вот он. Вот такие охотимся, ребята. Бывает такое. Подлетает в упор. В шею попал, ребята. Ну, это охота. Кому жалко птицу, не надо смотреть. А я охотник и добываю добычу, будем так говорить. Не знаю, удалось нет заснять что-то, но было интересно. Отличный момент был. Я перешел уже ручей. Сейчас на эту горку поднимусь и там буду, скажем, второй завтрак, ланч или же первый обед. Там где-нибудь сядем и чай попьем.